Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую вас всех, мои зрители, мои подписчики. Мне очень приятно вас видеть и читать вас, и отвечать на ваши вопросы. Как мы знаем, сегодня такой знаменательный день, праздник для нас. Это День Независимости Чеченской Республики Ичкерии. Я сейчас всю хронологию пересказывать не буду. Об этой дате написано и сказано очень много. То есть хронологию можно легко найти. В начале 90-х, когда разваливался Советский Союз, мы, имея такое право, мы, чеченцы, заявили о своем суверенитете и независимости. То есть начали строить свое государство. У нас прошли выборы. На этих выборах был избран первый наш президент Джохар Дудаев. У нас была конституция своей страны, своего государства. Кстати, я почему это говорю? Потому что она у нас появилась еще до того, как появилась Конституция России. Представляете? Вот. И уже не смирившись с этим, что вот чеченцы начали строить свое государство, Россия сделала все возможное, используя свои спецслужбы, чтобы мы, чеченцы, начали воевать друг против друга, начали подпитывать какую-то там оппозицию, это бандформирование, вот, оружием, деньгами, чтобы они пошли против законно избранной власти. И уже в 1994 году начались эти стычки с этой оппозицией. Потом уже, когда эта оппозиция ничего не смогла сделать, Россия вторгается на территорию независимой Чеченской Республики Ичкерия. Этот праздник мы отмечали все эти годы. И будем отмечать всегда. Даже во время русско-чеченской войны, я даже выкладывал эту запись здесь, на этом канале, наши бойцы проводили парады. Представляете, во время войны чеченские силы проводили парад. Вот. Кстати, еще раз повторюсь, это видео я выкладывал на этом канале. Запись 2001 года. Если не ошибаюсь, или 2001 года, да. Вот. Этот день для нас очень важен, потому что речь идет о независимости целого народа, целого государства. Да, какое-то время нам было тяжело. Впервые в истории мы стали строить это государство. Вот. И Россия делала все возможное, чтобы нам это не удалось. Поэтому появились Завгаевы, поэтому появились Кадыровы. Именно для того, чтобы чеченцы не встали на ноги. А мы встанем, иншаллах, встанем. Россия рухнет, а вот чеченцы и другие народы будут жить, как они мечтали всю свою историю. Я бы так и заключая вот эту тему, как вы знаете, я не стал так подходить к хронологии всего этого, всей нашей истории. Но мне хотелось бы поздравить всех своих земляков, братьев и сестер с этим днем, с Днем Независимости. Как я сказал, мы будем праздновать этот день. Мы, иншаллах, будем независимы от этой варварской России. Хотелось бы поздравить тех наших братьев, которые сегодня воюют против русской армии, против этого русского мира на территории Украины. А это чеченские батальоны, которые воюют там с 2014 года. Это батальон имени шейха Мансура, нашего национального героя. Это батальон имени Джохара Дудаева, нашего первого президента. Я прочитаю сейчас ваши вопросы и затем продолжу эту тему. Расскажу кое-что интересное.
Так, валейкум ассалам варамтуллахи ва баракату. Еще раз очень приятно видеть вас, читать вас. Насчет аллигатор, валейкум ассалам. Анзор, расскажи про замес в Гудермесе. Знаешь ли ты что-нибудь про это? Конечно, знаю. Кое-какое участие я в этом тоже принимал. Это было в 1998 году. Я находился тогда рядом со своим отцом. И вот знаком и знаю, что там произошло, что там происходило. То есть, с одной стороны, были вот эти агенты Кремля, там, Ямадаевы, Кадыров, которые провоцировали нас к внутричеченской войне. Да, были провокаторы со всех сторон. И все, что там произошло, было выгодно только России, а не чеченцам. Сейчас, секунду. Но у нашего руководства хватило мудрости и терпения, чтобы завершить этот конфликт. И мы его тогда завершили. Что Россия хотела этим сделать? То есть спровоцировать чеченцев, чтобы они воевали друг против друга, а потом уже вторгнуться на нашу территорию, как бы наводить порядок. Авагян Сурен, хочу сразу сказать, вы тоже знаете, что есть такая страна, которая не хочет мира между Арменией и Азербайджаном. Александр Алексанян призывал к расправам над теми армянами, которые говорили правду. Да, конечно, я знаком со всей этой ситуацией. И Россия сейчас, секунду. И Россия стоит именно вот за всеми конфликтами на Кавказе. Конфликт там Армении, Азербайджана, конфликт Ингушетии и Осетии, вот, Карабах, Абхазия. Вот. За всем этим стоит Россия. Если бы Россия убрала бы руки, свои грязные руки от Кавказа, то таких войн у нас не было бы. Мы бы где-то смогли бы договориться, и у нас все было бы хорошо, у нас был бы мир. Именно Россия и политика, которую они проводили и проводят сегодня, вот, мешает нашему объединению на Кавказе, а оно нам важно. Сейчас быстро пройдусь по сообщениям. Тяжело с телефона. Вот, кстати, я хотел бы рассказать про эту форму. Это парадная форма, военная форма, форма генерала, а точнее, расскажу детали, это форма отца, Анзора Масхадова.
Эту форму вы могли видеть на видео, на фотографиях последних лет, вот именно до Второй русско-чеченской войны. Он ее надевал, он ее носил, а именно последний раз он надевал эту форму в 1999 году, 6 сентября. То есть на том параде, который прошел в городе Грозном. Вот я хотел вам ее показать в оригинале. Вот, как я сказал, он одевал ее последний раз в 1999 году, 6 сентября. И хочу добавить к этому. Вот буквально вот на днях я взял эту форму, так присматривался к деталям этой формы. Там, и вспомнил, вот, что отец был собранным человеком, у него все должно было быть на месте. Ну, как вы знаете, он был военным человеком. Я вспомнил его такую привычку. Он всегда носил в своем кителе, в костюме, расческу. Я так подумав, посмотрел так, в карман, посмотрел, внутренний карман, и действительно нашел эту расческу. Она там все еще есть. Почему-то у меня раньше в голову это не приходило, но вот именно вот пару дней тому назад я так подумал, вспомнил это и увидел, что там есть эта расческа. Кстати, мне хотелось бы ее вам показать. Я думаю, вам будет интересно. И детали этой формы. Секунду. Вот форма, которую он надевал последний раз в 1999 году, 6 сентября. Там лампасы генеральские. Вот. И вот, посмотрев в карман, нашел вот такую расческу там. Отца. Приятно, да? Что еще можно заметить? Самая простая. Это были простые люди, наши лидеры, Дудаев, Масхадов и все другие наши лидеры. Вот, не горели вот властью, там, деньгами. Они, наоборот, думали по-другому. Они болели за свой народ. И вот на этом священном пути они отдали свои жизни. Ни в коем случае нельзя их там ставить даже рядом, эти имена, с этими подонками, предателями. Как я это к чему? Вот некоторые там журналисты, там политики даже вот как-то пытаются приводить параллели. Дудаев, Кадыров, Масхадов, Кадыров. Про Кадырова я буквально недавно говорил, даже выставлял целый фильм. Но вы его историю знаете, может даже лучше меня. Такого безмозглого я не видел в своей жизни никогда. Вот что я скажу. Мелхиборс. Анзор, после того, как Кадыров лопнет, каким будет следующий ход Кремля? Очень интересно, что ты об этом думаешь? Вкратце, если не сложно. Конечно, отвечу я тут, когда давал анонс, писал, что отвечу на любой ваш вопрос. Вот. И отвечая на твой вопрос, брат, я скажу, если это существо лопнет, а оно разошлось, уже швы там лопаются, то вместо него поставят какого-то другого. Вот что будет. Пока существует путинский режим, ничего хорошего не будет. То есть, чтобы убрать вот этих национал-подонков, надо убрать путинский режим. То есть, поддерживать Украину, одержать победу.
Я думаю, даже уверен, что это даже выгодно самим русским, чтобы не существовало больше в России таких, как Путин, Ельцин и другие. Мелхиборс Анзор, я видел нашего президента в этой форме на видео. У меня есть одежда моего деда. Я представляю, насколько дорого, бесценно то, что остается после наших любимых людей. Я даже завидую тебе, брат. Ну да, каждому человеку приятно, когда есть такое от родителей, там, от дедов наших, если что-то осталось, это все приятно. Но я могу только на одной руке пересчитать, что осталось у меня как бы от него. Я даже могу сейчас перечислить пару вещей. Скажем, это форма. Мне знакомые, наши братья передали термос и вот электрическую бритву, которыми он пользовался в то время, когда шла война. Вот такие вещи. Это были скромные люди. Скромные люди. От них не осталось ни дворцов, там, ни вилл, ни что-либо другого. Сайман Хаяури, Анзор, ты знаешь, что в Варшаве есть памятник Джохара Дудаева и кольцевая именем Джохара Дудаева? Да, я знаю, брат. Улицы, там, парки, названные в честь наших героев. Потому что люди в мире знают, кем они были, наши герои, за что воевали. Мир прекрасно знает, что у нас происходило, хотя они закрывали на это глаза. Сейчас, секунду. Если где-то как-то пропустил вопрос, я извиняюсь. Аллигатор, насчет повторения слова. Знаешь, брат, это я заметил вот в последние годы, когда повторяю слово. Конечно, мы что-то берем от родителей, от отца, от матери. Вот поэтому. Адам Дебуарс, валикум салам, брат, дал везель. Читаю сейчас Еха Бюйснаш Айдамирова. И сколько же параллелей с нынешним временем видится. Да, верно. Ничего не изменилось во всей истории чеченского народа. То есть происходит то, что происходило лет 100, лет 200 тому назад. Та же самая Россия, те же самые варвары, их политика по отношению к нашему народу. И пока не будет свержен этот режим, все будет повторяться. И поэтому все усилия должны быть направлены против того
режима, который всегда нас угнетает. Сегодня мы можем и должны поддерживать Украину, вот, которая воюет против русских оккупантов. Да, история циклична, и многое зависит от нас и от наших действий. Алла назад, я не хочу, брат, отвечать на такие вопросы. Он хуже тех, о ком ты сейчас пишешь. Рабадан Абдулаев, найти работу, но найти работу в Осло, в Норвегии. Ну, я этими вопросами не занимаюсь. Кто хочет работать, тот ее находит. В Норвегии это очень легко. Я это скажу, ну, насколько я знаю. То есть мой опыт, я тоже сложа руки не сидел никогда. Винчестер, Остин. Валейкум салам. Брат Анзор, если в данный момент Дагестан, Чечня, Ингушетия пойдет против России, и если поможет Турция, она будет полностью демилитаризована. Сейчас у нас происходят другие события. Вот Украина, опять скажу об этом. Нужно всеми способами помогать сегодняшней борьбе Украины против русских оккупантов. Вот. А пойдут ли республики Кавказа против России, вот здесь я не могу ничего сказать. Сегодня поле боя – это фронты на территории Украины. И если вот сказать, Украина победит, то победим мы все мы. Сейчас, секунду. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Василий Докторов, да, прочитал про трубу последнее видео. Ну, я вижу, что вам оно понравилось. Тут многие писали, просили меня, чтобы я пересказал эту историю как напоминание. Таким предателям надо, да, напоминать, кто они и кем они являются на самом деле. Вот поэтому я решил, что будет лучше, если я запишу такое видео. Так.
Аллигатор, Анзор, расскажи что-нибудь про джаматы, ну что-то интересное. Я знаю многих братьев, вот, которые входили в эти джаматы. Вот. Много общался, общаюсь. И здесь я могу что сказать. Если бы в 1996 году, когда завершилась Первая русско-чеченская война, когда мы одержали победу, когда Россия с позором покинула нашу территорию, вот тогда нам надо было объединиться, встать вокруг президента, которого избрал народ, даже вот ради уважения этого народа, который его избрал, и идти вместе, а не идти против него. Я знаю, что им вдалбливали в головы, что вот якобы там Масхадов чуть ли не договорится сейчас с русскими, что он на стороне русских и так далее. Я могу даже называть фамилии и имена. Вот. И эти молодые люди, которые входили в джаматы, верили в это. И даже появлялись такие люди, которые выдавали такие фетвы, то есть, скажем, приказы, такие решения, что Масхадова надо убить. И да, действительно, были покушения на Масхадова, на нашего президента. Вот, потому что там работали спецслужбы России, вот, и стравливали нас друг против друга, чеченцев. Потом эти люди, которые вот это внушали, приносили вот такие решения, что якобы Масхадов с русскими и так далее. Когда началась война, уехали из этой республики, Чеченской Республики Ичкерия. И даже находясь за пределами республики, когда шла война, когда убивали людей, когда президент наш был на передовой, вот, эти люди продолжали работать против Масхадова. Говорили, что вот Масхадов не находится на территории Чеченской Республики Ичкерия, что он ее покинул или там скоро покинет, в общем, говорили такое. Опять же говорю, просто не хочу называть фамилии и имена сейчас, кто это говорил. Вот такая ситуация была. Я это к чему говорю? Потому что нам надо было тогда сохранить нашу победу. Вот тогда мы могли бы сделать многое. Не было бы этих Кадыровых и других. Так, Анзор, ваш последний фильм просто огонь. Все четко, ясно, все по теме. Знаете, очень приятно слушать грамотную речь. Побольше таких фильмов. До снятия этого фильма я и к вам обращался. Знаете, мне это пришлось делать самому. Ездить в другую страну и делать его там. Есть еще идеи. Есть много идей, есть много работы. Поэтому я, как обращаясь раньше, и к вам обращался, вот, мы должны все принимать в этом участие. Это не ради вас, к примеру, или ради меня, а ради тех вот, наших потомков, ради всего народа, вот, как напоминание, как вот шаг к сохранению правды. Вот чем мы должны сегодня заниматься. Именно наша молодежь будет
восстанавливать нашу государственность, восстанавливать нашу республику. Вот для кого это важно, вся эта работа. Ларейскую хаттардерн ник я прочитать никак не смог, Кассио пел как-то. Да, кстати, еще раз скажу, за оскорбление можете банить, делать все что угодно. А так, если какие-то вопросы, там провокационные вопросы, тут я уже сам решу, ответить или не ответить и так далее. Кассиолея. Буду знать. Ларейскую. Сын Ичкерии. Анзор, я помню, как пехотинец, то есть Кадыров, хотел обвинить тебя в том, что ты во время убийства Масхадова, да помилует его Аллах, амин, что тебя не было рядом. В общем, сам Рамзан сам же не был рядом во время убийства Ахмеда Кадырова. Чуть не назвал другую фамилию. Знаете, чтобы не быть в такой ситуации, в котором находится этот лопух, я бы сбежал бы куда угодно, чтобы не стать предателем, чтобы так не опухнуть, как он опух. Вот. А был ли я или не был, но я уверен, что этот лопух не сможет пройти тот путь, который я прошел. Мужества не хватит. От страха залез в эту трубу, его оттуда вытаскивали. Вот где его мужество. Вайпер. Анзор, как ты собираешься внедрять свои концепции и идеи, если не хочешь идти в политику? Для меня самое важное – быть верным Всевышнему Аллаху и быть верным своему народу, чеченскому народу, и верным идее нашего народа, пути, на котором погибли, отдали свои жизни наши герои. Вот что для меня главнее всей политики и всего остального. Так что я работу свою буду продолжать. Я рядом с вами, доступен. Иншаллах. Кассиолея. Там не Кассиолея написано, а Кассиопея написано. Так что не я тут виноват. Джахар Дудаев, Анзор, ты обратил внимание, вся наша старая гвардия в эфире? Конечно, я все замечаю, все вижу, брат. Мелхиборс, насчет этой амебы, как ты пишешь, да, я знаю, я понял, о чем ты. Если честно, я не сторонник того, чтобы называть его имя, давать какое-то значение этому существу. Андрей Марченко, удачи ичкерийцам, но без самых неожиданных союзов вы не победите. Ну, спасибо огромное, вам тоже удачи. Мы просто помним 96-й год. Никто нам не помогал, но мы смогли одержать победу в бою. То есть победу над оккупантами. Мы смогли это сделать. И
даже сегодня смогли бы это сделать, если бы в наших рядах было это единство. Да, этого единства сегодня нет. По вине некоторых там, скажем так, лоботрясов и провокаторов. Вот почему нет у нас единства. А в победу мы верим. Конечно, мы рады и готовы к союзам, что может помочь нам. Мы для наших братьев или братьев по оружию, мы настоящие друзья и настоящие братья. Мы верны, мы умеем держать свое слово или там, договоренность и так далее. И сейчас я вижу, что мир все-таки понял, к чему когда-то призывали чеченцы, что и поняли, что надо было слушать тогда чеченцев. То есть я почему так говорю, я имею в виду наших лидеров, начиная от Джохара Дудаева, нашего первого президента. Но мне тут уже личные вопросы задают. Я про личную жизнь не говорю, не выставляю и не сторонник всего этого. Так что не надо об этом. Я лучше буду говорить обо всем другом. Василий Долгтрев, да, ты прав. Победа уже была на века, это правда. Это операция спланированная и проведенная нашим военным руководством, под руководством Анзора Масхадова, когда мы смогли окружить город Грозный и заставить противника сдаться, капитулировать. И нам это удалось. И эта операция вошла в историю. И как раньше я говорил, эту операцию изучали, насколько я знаю, раньше, в разных военных учреждениях НАТО и других стран. Сын Ичкерии, клянусь, Анзор, лучше жить в нищете с иманом, чем жить богатым, как пехотинец. Абсолютно верно, поддерживаю. И знать, что ты можешь в любое время открыть свои двери, и никто не придет тебе там, не постучит, проявить какое-то возмущение или какое-то недовольство. Вот. Алхамдулилlah, у нас с этим все в порядке. Аллигатор Идигов Муса, что-то я его не помню. Василий Долгтрев, да, конечно, уверен, об этом будут снимать фильмы, писать книги, будут напоминать, что непобедимую якобы Россию можно победить. Гаджи Арабов, алейкум салам, брат. Сейчас, секунду, потерял сообщение. Скажи свое мнение, когда Кавказ будет свободным от манкуртов, сколько еще людей должны погибнуть, чтобы поняли, что надо под знаменем ислама подняться. Знамя ислама, я скажу так, что если ты воюешь за свой народ, за свою землю, то есть это твой джихад и твой газават, это и есть знамя ислама.
мы не собираемся ни на кого нападать, нам лучше свои земли как бы очистить от этих манкуртов, предателей и оккупантов. Когда это произойдет, когда Кавказ будет свободным, когда многие из нас осознают, что нам нужно жить без России, чтобы никто не мог нам диктовать, как жить и как умирать. Вот тогда. Так, одного отправил Ахмад Хаджи. В одном ютубе, других соцсетях мало кто может. Конечно, вайпер. Просто сидя в одном ютубе и других соцсетях, мало что можно сделать. Я не хочу сказать, что я делаю сверхработу, но если бы не было бы сегодняшних активистов, которые говорят за Ичкерию, за чеченский народ, про независимость, про борьбу чеченского народа, то никто об этом бы не говорил. Вот такая вот реальность. Дома, на нашей родной земле, об этом говорить опасно, как вы знаете. Эти манкурты сразу же цепляются за родственников и так далее. Анзор, так, Леонор. Анзор, чтобы не быть предателем, надо уезжать в Европу. А что делать чеченцам, которые остались в Чечне? Мы никогда не делили народ на группы и на все остальное. Мы единый народ. Мы чеченцы. Вот. И когда вот вы говорите, что вот чеченцы уехали в Европу, чеченцы уехали в разные страны. Очень много чеченцев в Азербайджане, есть чеченцы в Грузии, есть очень много чеченцев в Турции и других странах. Не только в Европу уехали чеченцы. Вот, скажем, более половины численности чеченского народа сегодня проживает на чужбине. Из-за чего? Вот, они уехали из-за действий путинской власти, из-за действий вот этого хосеюртовского ушлепка. Вот почему уехали чеченцы. Они за сладкой жизнью. Мы такие, что мы очень сильно любим свою землю, свою историю. И с большим удовольствием жили бы на своей земле сегодня, если бы нас оставляли бы в покое. Но мы этого делать не можем. Поэтому такими комментариями или высказываниями не меня оскорбляют одного или там другого, а целые 500 там, тысяч, более 500 тысяч жителей нашей республики. Но чтобы не стать предателем, можно уехать куда угодно, в любую точку мира. Предательство – это самое страшное. Вот эти предатели, они в первую очередь предали религию, затем народ, затем тех, кто ушел, кто воевал, кто был замучен этими русскими оккупантами. Вот кого они предали. И поэтому, чтобы не стать таким предателем, я готов сделать все, что угодно. Но таким я не буду никогда, как они. Ник Тайсон, Анзор, у вас никто не спрашивал, сейчас, секунду, у вас никто не спрашивал про афганскую войну. Какое ваше мнение? СССР действительно там теми же методами, что и Россия в Ичкерии и в Украине? Были те же самые методы. Я знаю и помню вот рассказы от тех солдат, которые там участвовали. Мы знаем, что много чеченцев действительно
входили в вооруженные силы Советского Союза и были там. Вот. Знаю эти рассказы, помню эти рассказы. И что она делала, вот этот Советский Союз там делал, та же самая армия убивала мирных жителей в Ичкерии и сегодня убивает в Украине. Теми же самыми методами. Артобстрелы, обстрелы ракетами, убийство мирных жителей. То есть и там они убивали мирных жителей. Мухаммад, алейкум ассалам, ва баракату, маршвол. Анзор, надо называть имена, надо рассказывать правду, какой бы горькой она ни была. Правда лучше. Аллах, Мухаммад, салам. Ну, конечно, я тоже сторонник того, чтобы говорить правду. Потому что в первую очередь мы должны уметь учитывать свои ошибки и уметь работать над этими ошибками. А насколько я сегодня вижу, вот наша сегодняшняя обстановка, чеченское общение, мы не хотим работать над этими ошибками, а их у нас очень много. Кто-то пытается выкрутиться, скрыть эти ошибки, оправдаться, но их у нас достаточно. И насколько я вижу, пока ничего позитивного в этом нет. Вот когда именно мы признаем их, вот тогда у нас все получится. Василий Долготрев, да, Афганистан никто не завоевал ни разу. Ты прав, брат. Так оно и есть. Я нигде такого не читал и не слышал, чтобы кто-либо смог бы завоевать Афганистан. Гаджи Арабов. Анзор, мое мнение, Кавказу нужен сильный эмир, чтобы повести за собой народ, поднять дух кавказский. Я думаю, много людей поднимутся. Народ устал уже от беспредела власти. Всему свое время. Герои, вот как ты пишешь, брат, эмиры появляются тогда, когда этого хочет Аллах. А именно тогда, где есть единство. А сейчас у нас его нету. Нету. Но иншаллах появится. Иншаллах. Магомед Халаев, алейкум салам, ва баракату, маршдуал. Я, наверное, скоро уже буду завершать этот эфир. Мне не хотелось пропускать сегодняшнюю дату, как бы я ни был бы занят. И особо не говорил про хронологию нашу. Сегодня, вот еще раз повторюсь, День независимости чеченского народа, чеченского государства. И повторюсь опять, после развала Советского Союза
мы заявили своей независимостью от такого варварского государства Россия. Не смирившись с этим, они совершили нападение на чеченский народ, на чеченское государство. 2 войны. Это война Ельцина, война Путина, в результате которых было убито более 300 тысяч мирных жителей. Русские убили у нас более 300 тысяч мирных жителей. И более 45 тысяч это дети, чеченские дети. Мы воевали во имя Аллаха, воевали ради своего народа, ради своей свободы и независимости. Я уверен, что в скорейшем уже будущем чеченский народ обретет эту свободу, и мы построим свое чеченское государство. Да, я вижу, там бывают разные заявления, что нужен протекторат, что нужно восстановить Горскую республику и так далее. Но сейчас я подчеркну еще раз, будет чеченское государство. Вот. И еще раз благодарю вас всех. Мне было очень приятно отвечать на ваши вопросы, но, иншаллах, скоро я систематизирую свои выступления, наведу порядок на этом канале. Кстати, я открыл еще один канал, делаю там публикации. Подписывайтесь на него. Алла назад, Мелхиборс, если у вас есть ссылка сейчас, выставите эту ссылку. И, как я понял, как тут уже писали, вам понравились последние материалы, распространяйте их, делайте все возможное, чтобы такие материалы больше распространялись. Это важно. Мы свою работу не остановим, и никто не заставит нас это сделать, чтобы мы остановились. Еще раз благодарю. Аллах рейс хурмасан. Еще раз повторюсь, поздравляю вас всех с Днем Независимости Чеченского государства, Чеченской Республики Ичкерия. Аллах газат кобал дуэль массировой табомбова вежри ежри. Иншаллах, мы в один день уже скоро обретем мир. Иншаллах. Аллах рейс хуршум. До встречи.